Топ-менеджеры ВТБ, модель из Москвы, бизнесмены из различных регионов России, прокремлевский активист и член партии «Справедливая Россия». Что объединяет всех этих людей? Все они в 2022 году вместе с сотнями других россиян получили гражданство Кыргызстана. Такого интереса со стороны граждан Российской Федерации к кыргызскому паспорту мы еще не видели. С чем это связано? Почему действия некоторых из них могут навредить Кыргызстану? Подробно об этом рассказываем в нашем материале. Владимир Андросик, бывший топ-менеджер ВТБ и компаньон известных бизнесменов братьев Магомедовых, получил гражданство Кыргызстана в июле 2022 года. Андросик в разное время возглавлял отдельные подразделения ВТБ. В 2010 году тогда еще президент Дмитрий Медведев назначил его представителем в деловом совете АТЭС. До карьеры в ВТБ Андросик работал в сфере телекоммуникационного бизнеса. Он был одним из руководителей кыргызского сотового оператора Мегаком. Известно, что до революции 2010 года частью акций Мегакома владел сын беглого президента Кыргызстана Максим Бакиев. Андросика можно назвать бывшим партнером Максима Бакиева. Он продал свою долю в компании в 2008 году, после чего Бакиев провел рейдерский захват сотового оператора, обанкротил прибыльное предприятие и вывел активы компании через коммерческие банки. В Кыргызстане Андросик уже успел открыть компанию IT Capital и зарегистрировал ее на склад в Бишкеке. Этот склад также связан с Бакиевыми. Его жена Евгения Судец, тоже бывший топ-менеджер ВТБ. Сразу после получения кыргызского гражданства она возглавила Государственный банк развития Кыргызстана. В то же время власти Кыргызстана пытались передать управление Мегакомом этому банку. Таким образом, Андросик, являясь мужем Судец, мог снова получить контроль над бывшей компанией. После выхода расследования наших коллег из политклиники Судец пришлось покинуть свою должность. Бывший губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин получил гражданство Кыргызстана еще в ноябре 2022 года. В своем профиле на Facebook он указывает, что является президентом Ассоциации менеджеров. Там же он публикует фотографии с различных мероприятий, он продолжает оставаться президентом ассоциации и активно посещает мероприятия этой организации. На странице нет ни одного упоминания о Кыргызстане. Зеленин, получив гражданство Кыргызстана, не покинул Россию. Он работает там и отдыхает там же. Паспорт Кыргызстана получила и бывший комиссар, и пресс-секретарь прокремлевского движения «Наши» Мария Дрокова. Она сменила фамилию на Бухер. На своей странице на Facebook местом жительства Дрокова указала Сан-Франциско. Большинство последних постов на английском, профиль в Instagram закрыт. Мы искали, что может связывать Бухер и Зеленина с Кыргызстаном, но ничего не смогли найти. Видимо, кыргызский паспорт им нужен лишь для свободного перемещения по миру и бизнеса, то есть нужен для того, чтобы избежать санкций. Артем Шумейко получил паспорт Кыргызстана в 2022 году, хотя, судя по его Instagram, большую часть времени он проводит в Казахстане. Шумейко в Бишкеке учредил две компании – Культ Авто и iTrade.co. В официальных документах указано, что компании заняты в сфере купли-продажи автомобилей. В своем Instagram Шумейко оставил ссылку на телеграм-канал Культ Авто, где сообщается, что компания может пригнать автомобили из Японии, США, Евросоюза и Китая. Доставку осуществляют в различные регионы России. Также публикуют фото, видео счастливых клиентов, которые покупают достаточно дорогие автомобили. Всем привет из Бишкека, добрался наконец до СВХ. Подвисли у нас немного платежи, поэтому пришлось подождать, пока они по базе. Ну, как вы думаете, что мы сегодня забираем? Забираем мы вот этого красавца. Так что через недельку будет в Ростове-на-Дону. Мои коллеги снимут про него более подробный обзор. Однако с началом полномасштабной войны в Украине Евросоюз, США и Япония ввели санкции на ввоз авто в Россию. В страну нельзя ввозить авто дороже 50 тысяч долларов. Таким образом, Шумейко помогает россиянам обходить санкции через свою кыргызскую компанию. Среди новоиспеченных кыргызстанцев есть и другие бизнесмены. Дмитрий Кузьминский учредил две компании. Согласно данным Минюста, Nordic Medical работает в сфере оптовой продажи фармацевтическими товарами, а Центр разрешительной документации Таможенного союза проводит технические испытания. В списках можно найти Артура Сабирьянова. Это бывший член партии «Справедливая Россия». В Кыргызстане он учредил три компании, которые заняты в сфере
транспорта и торговли. Чем в данный момент занимаются эти компании, не ясно, но отметим, что под санкции попал большой перечень товаров, в том числе фармацевтика, которая сейчас поступает в Россию через страны ЕС. В то же время помощь в обходе санкций может повлечь серьезные последствия для самого Кыргызстана. Такие схемы были известны и прежде. В декабре 2022 года издание КЛОП совместно с европейскими коллегами разоблачили схему по экспорту древесины. С помощью сертификатов белорусская древесина превращалась в кыргызскую и экспортировалась в Европу. Из-за действий бизнесменов вроде Шумейко уже не в первый раз звучат призывы ввести значительные ограничения против стран, помогающих России получать санкционные товары. Так, например, спецпредставитель Европейского союза по соблюдению санкций Дэвид О'Салливан на пресс-конференции 28 марта призвал Кыргызстан отказаться от помощи России в обходе ограничений и сообщил о планах ЕС по вводу вторичных санкций. Гражданство Кыргызстана можно получить двумя путями – на общих основаниях и в упрощенном порядке. Большинство россиян получает кыргызский паспорт по упрощенному порядку. Это происходит согласно четырехстороннему соглашению между Кыргызстаном, Казахстаном, Белоруссией и Российской Федерацией. Такой возможностью могут воспользоваться лица, ранее состоявшие в гражданстве РСФСР, Казахской ССР и Белорусской ССР, либо при наличии родственников, постоянно проживающих на территории стран-участников соглашения. Указы о приеме в гражданство публикуются на сайте президента. В документе содержатся персональные данные лиц, получивших гражданство. Имена, фамилии, национальность, год и страна рождения. Мы изучили данные по упрощенке за последние 5 лет. Итоги исследования указывают, что всплеск популярности кыргызского паспорта возник за год до полномасштабного вторжения в Украину и после объявления мобилизации в России. За 2022 год по упрощенке гражданства Кыргызстана получили более 1000 человек. Это рекорд за последние 5 лет. Особенно если учитывать, что в 2018 году по упрощенке было выдано всего 128 паспортов. Такого интереса к упрощенной форме получения кыргызского паспорта попросту не было. В указах традиционно преобладали лица кыргызской национальности. Большинство из них это бывшие граждане Кыргызстана, которые, находясь в эмиграции, получили гражданство РФ. То есть сейчас они возвращаются в гражданство Кыргызстана. Внезапный рост популярности кыргызского гражданства среди русских произошел в 2021 году, а в 2022 они уже составили большинство, обойдя кыргызов. Это даже при том, что количество кыргызов, желающих получить кыргызский паспорт, значительно увеличилось. Рост количества мужчин также подтверждает связь между увеличением спроса на кыргызское гражданство и мобилизацией. Обычно в указах было больше женщин, но не в прошлом году. График показывает, что теперь в списках больше мужчин. Это доказывает и возраст получивших гражданство. Больше всего мужчин от 30 до 50 лет. Как раз они подпадают под мобилизацию. Потребность в выезде из России и смене гражданства породили новый рынок услуг. На Авито и других популярных площадках появляются объявления с обещаниями помочь получить кыргызский паспорт. В описании услуг говорится о помощи в подаче документов и оформлении под ключ. Стоимость услуги составляет от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. Наши журналисты связались с одним из авторов подобных объявлений. У вас будет $5000. Нужно будет это оплатить всё стоит. из-за того, что вы помогли вот собрать документы, да, и подать? Не только из-за этого. Как вам сказать? Надо, чтобы документы не лежали в дальнем ящике, да, в госучреждениях, чтобы о них там вспомнили там через полгода или чтобы они там случайно не потерялись. Плюс там есть, некоторые нюансы, да, со справками. То есть вот за все вот это. Всем ли одобряет заявку на получение гражданства в Кыргызстане? По данным Министерства цифрового развития Кыргызстана, в 2022 году в стране было зарегистрировано по месту жительства 273 тысячи граждан Российской Федерации. А на получение кыргызского гражданства подали 1209 граждан России. Из них 621 человек получили паспорт Кыргызстана. Это означает, что на очереди еще сотни россиян, которые подали заявку, и это данные только за предыдущий год. События на передовой и введение электронных повесток могут привести к дальнейшему росту спроса на кыргызское гражданство среди россиян, а сама процедура получения достаточно проста из-за наличия соответствующих соглашений.
Говорить о том, что все россияне, желающие получить кыргызские паспорта, сплошь бывшие чиновники, бизнесмены, пытающиеся обойти санкции и кремлевские активисты, нельзя. Некоторые из них — это люди, которые ранее имели связь с Кыргызстаном. Это обычные парикмахеры, спортсмены, студенты, программисты, бегущие от войны и ее последствий.